Я продолжаю писать карту дня на 15 марта. Смотрим мы следующие 6 знаков зодиака. Это у меня будут знаки от весов и до рыбок. Если вам нужны первые 6, тогда вам нужна первая часть. Под этим видео внизу есть ссылочка на первую часть. А я смотрю дальше. Весы, 15 марта. Интимная связь, первая кровать. Ой, первая кровать, первое событие. Весы нельзя. Гости. Деньги нельзя уже соединить. Исполнение желания, цветок. Ссора, метла. Или второе значение метлы — это еще уборка. Так, и смотрим горизонталь, вертикаль. Нерешенный вопрос, смотрите, есть еще цепь. Так, ну здесь я не вижу. Получается, интимная связь может быть в пятницу, гости, исполнение желания, небольшая ссора с кем-то, либо наведение порядка, может быть, ждете гостей, наводите порядки, и нерешенный вопрос, то есть какой-то вопрос не решится. Ножницы, видите, выпали между ними две карты, то есть есть какие-то помехи, что-то мешает в пятницу решению этого вопроса. Вот такая для вас информация. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Скорпиончики. Пятнадцатое марта. Скорпионы, события дня, пятница. Сразу же выпадает казенный дом. Возможно, в пятницу вы пойдете в госучреждение какое-то. Победа. И там вас ждет победа. Может быть, нужно решить какие-то дела в инстанциях. Мешочек нельзя. Чемодан нельзя соединить. Неприятность, к сожалению, выпала. Расческа. Может быть, какая-то неприятность. Застолье. Неприятность на застолье или связанная с застольем. Домик. События в семье, в доме. События с застольем. Так. Смотрим теперь, что здесь. Нет. Свидание есть. Приятная встреча. Ну, возможно, на этом событии будет приятные встречи у вас будут. Корона. Корона показывает общение с каким-то влиятельным человеком. И, кстати, вот этот человек может принести вам победу. Или там объявить о вашей победе. Здесь нет.
Значит, смотрите, посещение госучреждения, ну или какой-то контакт. И вот вам, пожалуйста, человек, представитель власти закона в этом госучреждении. И победа ваша. Поэтому вот это очень хорошее сочетание. Так что, если у вас на пятницу назначены какие-то дела, это, кстати, будет последний день, пятница, 15-я, когда можно будет еще какие-то дела делать. И тут нам надо посмотреть, до какого времени. Потому что с 16-го или даже с 15-го, со второй половины дня, начинается 5 нулевых дней, когда делать ничего нельзя. Просто ничего начинать и делать нельзя важного. Так что вот смотрите, это будет последний момент, когда вы в последний момент, знаете, как запрыгнете в уходящий поезд и сможете что-то успеть вот решить. Дальше у вас может быть застолье, событие, приятная встреча, свидание в этот день и одно негативное событие, неприятностью выпало. Но так как у вас нет событий, которые подтвердили бы эту неприятность, то есть не показали никакая неприятность, ничего плохого не выпало, может быть, это будет у кого-то, а не у вас, а вы будете свидетелем этой ситуации. Может еще так, как вариант быть. Благодарю за внимание, скорпионы. Дальше переходим к стрельцам. Стрельцы. 15 марта. Марта, пятница, стрельцы, события дня. Нерешенный вопрос. Подарок. Встречу нельзя. Цыпленок. Солнышко, радость. Будильник. Шарики, хорошие новости. Дорога. Машина. И здесь нет. Получается, у вас выпадает нерешенный вопрос, у вас будет в этот день. Ножички, видите, не соединились. То есть не получится у вас решить в пятницу какой-то вопрос, как бы вам ни хотелось. Не получится. Дальше у вас может быть подарок, поездка, общение с семьей, с детьми, хорошие новости, радостное настроение. Ну, видите, как-то настроение у вас не испортится, несмотря на то, что этот вопрос не решится. И будильник показывает, что у вас будет какая-то проблема со временем. Может быть, вы просто не успеете решить этот вопрос. Вот так может быть. Опоздаете. Карта опоздания. Так что вот, если вам куда-то ехать нужно, тоже правильно рассчитывайте время. Давайте себе какой-то запас, потому что будильник всегда говорит, что ты будешь спешить, опаздывать, не успевать, переживать, поэтому зачем оно вам надо. Так что вот такие события для вас. Ну, у вас зато очень много позитивных, хороших выпало событий. Смотрим дальше. Дальше у нас идут козерожки. Козерожки. Разбираемся с вами. 15 марта. События дня для козерогов. Месяц. Первое событие.
Корабль. Ожидание. Тайная встреча. Конверт. Получение. Победа. Тут еще второй вариант — разлука. Чемодан еще можно было. То есть тут важно, что вы увидели первым. Я увидела победу. Если вы увидели чемодан, тогда будет временная разлука. Деловая встреча, смотрите, есть по горизонтали. Свиток. Есть скользкое дело, рыба. На деловой встрече может быть какое-то скользкое предложение, поэтому будьте осторожны. Ну, здесь я не вижу совпадений. Получается, у вас будет событие, которое постоянно с вами повторяется, имеет цикличность, вот будет в пятницу. Будет тайная встреча, получение новости или получение какого-то документа, даже может быть, получение посылки. То есть вы что-то будете получать в руки. Ожидание, победа, деловая встреча и какие-то хитрые скользкие дела с вами. Кто-то будет пытаться провернуть. Поэтому вот будьте осторожны, потому что вы можете попасть в чьи-то сети, как рыбка. Будьте осторожны. Благодарю за внимание, козероги. И перехожу я к водолеям. Водолеи. 15 марта. Водолеи. События дня. Казенный дом — это посещение госучреждения, ну или какой-то контакт с госучреждением. Конфликт. Простите. Исполнение желания. Тут два варианта, смотрите, может быть яблоко, слезы, а может быть друг, друзья. Я увидела первое сердце, оставляю первое сердце. Если вы увидели яблоко, значит у вас будут слезы. Ножницы, решение вопроса. Прибыль, финансовые поступления у вас могут быть в этот день. Ключик, смотрите, какие хорошие события у вас, за исключением только конфликта. Ну, здесь нет. Получается, у вас может быть какой-то контакт с госучреждением, конфликт. Возможно, вот конфликт будет в госучреждении, но вопрос решится. Карта показывает, что будет решение вопроса. Также будет общение с друзьями, исполнение желания, финансовые поступления. И ключ показывает, что перед вами открыты двери. Поэтому вопрос у вас не может не решиться, потому что для вас нет никаких сложностей и преград в этот день. Ну, в принципе, и конфликта вы можете избежать. Вы можете просто не давать ответную реакцию, конфликта не будет, и все. Потому что все в ваших руках в этот день.
Вот такая вот информация для вас, Водолей. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к рыбкам. Рыба. Рыба, 15 марта, пятница, события дня. Казенный дом, первое событие. Дерево, приглашение. Тут, смотрите, тут два варианта. Либо еще ножницы можно соединить. Решение вопросов в этом казенном доме. Но я дерево увидела первым, поэтому оставляю его. Ключ. Все в ваших руках в этот день. Все будет так, как вы себе запланируете и захотите. Будильник предупреждает, что может быть проблема со временем, поэтому правильно рассчитывайте время. Неприятность, видите, неприятность, связанная со временем. Деловой разговор. Нерешенный вопрос. Угу. Так, значит, получается, в этот день посещение госучреждения, приглашение, все в ваших руках, деловой разговор, неприятность, связанная со временем, и нерешенный вопрос. Может быть, опять же, смотрите, ну хотя, видите, тут ножницы могли выпасть. Вот узнаете, как может проиграться? Какой-то вопрос в пятницу может не решиться из-за какого-то приглашения. То есть вы могли решить вопрос, но из-за того, что вас куда-то позовут, будет приглашение. Возможно, вопрос не решится. Поэтому тут надо будет выбирать. Либо решение вопроса будет, либо вы идете туда, куда вас зовут. Так что вот может даже как-то так будет. Благодарю вас за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.